Керамические сосуды, кузнечные инструменты, наконечники стрел, деревянные замки. В Ингушский государственный музей краеведения только что доставили более 200 артефактов, найденных при раскопках башенного комплекса Лялах в горной части республики. Все это столетиями лежало в земле, а теперь готовится занять место в музее и рассказать свою историю. Все это стало возможным в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым. Мы передали в наш национальный музей те материалы, которые были найдены при археологических работах в горной части Ингушетии, а непосредственно на башенном комплексе Лялах. И не только с комплекса Лялах, из других комплексов, Тумхи, Келе, где бы, чтобы мы ни находили при работах, при археологических работах или реставрационных работах, все, что находится, мы передаем официально в музей. Считаю, что это важно. Если это будет где-то в частных коллекциях, то это будут видеть люди те, у кого они находятся непосредственно. Но, находясь в музее, сегодня не только жители республики, но и гости нашей столицы и республики могут приходить и смотреть, увидеть, как жили наши предки. Также это могут наблюдать и наши дети, и внуки в дальнейшем. Поэтому все, что мы находим, очень важно передавать в музей. Все эти работы, конечно, проходят благодаря финансовой помощи, благодаря фонду «Возрождение», который был создан Микаилом Саварбековичем Гуцериевым, естественно, при поддержке Махмуда Али Макшариповича и правительства Республики Ингушетия. То есть проводится за последние 3 года колоссально огромный фронт работ, то, что касается нашей горной части Ингушетии. Исполнительный директор общества Дзурдзуки Якуб Гагиев признается, когда начинали раскопки 3 боевых и 2 жилых башен, такого богатого материала не ожидали и до сих пор в жилых башнях практически не копали. Ранее упор делали на склепы и храмы, а тут получили целый пласт. Археологические работы в башенном комплексе мы начали где-то в начале сентября. Самую лучшую информацию, которую мы получили именно оттуда, получается даже не предметы, которые мы оттуда, а суть архитектурных ансамблей. То есть мы сейчас уверенно можем сказать, как были устроены нижние части боевых башен. Потому что в Лялахе мы раскопали именно 3 боевые башни. Особый интерес вызвали так называемые каменные мешки в нижней части боевых башен. Споры о том, для чего они служили, шли давно. Версия о том, что они предназначались для удерживания пленников, не подтвердилась, как выяснилось, для хранения зерна. Раскопки на Лялах по-настоящему удивили археологов. Керамика, кухонное сито и другие предметы уверенно говорят, это были кладовые для продуктов. Абсолютная сенсация – дерево. Оно сохранилось настолько хорошо, что археологи сначала не поняли, что нашли. Обнаружили они 2 деревянных замка для дверей. В итоге мы нашли такие аналогии этого только в коллекциях, которые касаются севера России. Вот. Ну, либо брать технологии, которые существовали еще в Древнем Египте, там тоже использовалась технология пальцевых замков. Археологи говорят, то, что мы видим сегодня, это только поздний слой, финал жизни поселения. Но сам комплекс гораздо старше. И самый интересный материал – производственные комплексы, следы металлообработки, а главное склепы с обрядами захоронения еще под землей. Археологи признаются, очень хочется вернуться и копнуть глубже, потому что вопросы только начинаются. Кинжалы, которые мы обнаружили в этих комплексах, не ожидали мы найти следы вооружения, вроде бы изучая жилые помещения, скажем так. Археологические и реставрационные работы в горной Ингушетии ведутся за счет средств фонда «Возрождение», созданного президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым специально для Ингушетии. За последние 3 года проделан колоссальный объем работ, и башенный комплекс Лялах – одна из важнейших точек на этой карте. У нас есть программа, мы каждый год отбираем, все зависит от заявлений и просьб жителей, отбираем 5-10 комплексов, делаем проекты. После проектов туда выходит археологи проводят археологические работы. И уже начинается 3-й этап, это непосредственно сама реставрация. Поэтому Лялах был в очередном плане, как и другие башенные комплексы, которые у нас предстоят на этот год, на следующий год. И как Микаил Саварбекович говорит, в течение ближайших 10 лет мы восстановим, отреставрируем всю горную часть Ингушетии. За что ему огромное спасибо. Это колоссальный труд и большое внимание не
Не просто как человека, да, а как человека, который болеет за нашу республику и непосредственно финансирует все эти работы. Благодаря системной работе руководства республики и президента группы Сафмар Микаила Гуцериева из горных башен и склепов возвращаются тысячи предметов древности. Только за предыдущие годы, как напоминает директор музея Магомед Сагов, эти стены приняли более 5000 единиц хранения. И сегодня Ингушетия — единственный регион на Северном Кавказе, который перевыполнил план по внесению экспонатов в государственный каталог Музейного фонда России. Сегодня происходит в Музее краеведения знаменательное событие. И мы благодарны всем тем тейпам, которые принадлежат этому поселку. Но я очень хочу отметить заслугу нашего руководства Махмуда Али Макшариповича Калиматова и Микаила Саварбековича Гуцериева, благодаря которым стало возможным вот это событие, которое сегодня происходит. Руководителю фонда Сафмар, учредителю, руководителю его Микаилу Саварбековичу Гуцериеву, Микаилу Тумгоеву, всем специалистам, которые занимались этой кропотливой, сложной работой в Горной Ингушетии, непосредственно в нашем поселении в Лялах. Это большой титанический труд, и мы ценим то, что вы сделали. Мы молим Всевышнего о благе для вас и для всех нас. Вот эти вещи, которые найдены в нашем селе, это достояние всего ингушского народа. Никто не хочет, чтобы эти вещи уходили в частные коллекции. Пускай они будут в нашем краеведческом музее, пускай люди будут смотреть, изучать историю. Гости нашей республики, люди других вер, конфессий, тоже будут знакомиться с нашей историей. Дал нисичам это эту бахубвей, я хочу аман доклозиш, хам. Для выходцев селения Лялах, для их тейпа это не просто древний артефакт, это их кровь, их корни, их деды и прадеды. Это наследие всего ингушского народа. И то, что спустя столетия артефакты вернулись домой и стали доступны каждому. Результат долгой и серьезной работы неравнодушных к своей отчизне людей. بحنا إزدولش أقص دي حنا بي موزيا أيخ كأن برت بيا تغنا إزدالوش تدخو هنا يالش مالله حش وينش سجا وين ميخ حاشل وينش قش قمن قديل بجولش سجا جبار جيج ده أنا بعشرش خلق يكل توري يولش إشت كل جوزل يولش قام خان قاري أنا بيقام دقة على دوزر خدته سمعتش كي دق قهيجات كيجشنا دق قهيجات يدالتي دق ميكائيل صار شيء بوغلو ببيش официально раскопка жиш бог беш бахш бо нах цар хакори ахмажиш таван истории агар бакачар алар мо истории тхотиш да халыр бушхан хан фуха хани априлят же доказательство ил шамдиз шабох бус дал сидолт тигулкам армал вяншина тиш камал хикат шо да рязхал Адам Мережков, Рахим Икажев, Магаз 24.